Коронавирус, как часто говорят, воздушно-капельным катком прошелся по нашей обычной размеренной жизни. По работе и по отдыху, по планам и мечтам, по учебе и взрослению. Столичные детские сады оказались закрыты одними из первых, а открываться стали неохотно, собирая в так называемые дежурные группы детей разных возрастов и из совершенно разных районов города. Жалко детей. Дети, находясь в таком постоянном переходе с одного садика в другой садик, в другую группу, это же психологическое развитие ребенка, да? Это травма для детей, постоянно переходить. Я уверена, что каждый ребенок не хочет вот этого беготни. Лучше ходить в одну группу, и это меньше будет, как говорится, распространение заразы, да? Отныне, к огромному всеобщему облегчению, детей отправляют в садики, в которые они ходили до начала пандемии. Мэрия, в свою очередь, инспектирует последние приготовления к новому учебному году и зиме. 7 садиков не открылись из-за ремонта, а к концу недели таких останется 5. Эпидемиологическая безопасность во главе угла – это общая ответственность и садов, и родителей. Мы ежедневно вот сейчас проверяем работу детских садов, как соблюдаются ограничительные меры. Ежедневно оформляются справки. Вот. Есть родители, которые без масок, пока не напомнишь, проходят, идут по детскому саду и прочее. Есть в детских садах вообще родители на территорию даже не заходят. А всего в республике открылись уже более 700 дежурных групп в 200 дошкольных учреждениях. 42-й детсад Сыктывкара распахнул свои двери еще 7 июля. За день закупили СИЗы, бахилы, антисептики, нехватки не было и начали принимать детей, в том числе из других районов города. Здесь воспитатели, здесь медицинская сестра. Мы смотрим за здоровьем детей. Не только утром, но и в дневное, после сна мы тоже делаем замеры температуры в обязательном порядке. Вот сейчас карантина мы работаем, детей должно быть в группе 15, да? А когда, если снимут все эти, ограничения, то у нас дети пойдут, как обычно, уже в группы. А вот когда будет введен третий этап снятия ограничений и садики вернутся в обычный режим, перспективы, говорят, крайне туманные. Не факт, что это произойдет даже в сентябре. Родителям придется потерпеть, а еще крайне желательно серьезнее отнестись к мерам санитарной безопасности, пользоваться на территории детских учреждений масками и бахилами. Евгений Стокас, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.